Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе казахского языка в стране. По мнению Токаева, было бы неправильно утверждать, что в сфере применения казахского языка за 30 лет ничего не изменилось. Положительные изменения, безусловно, имеются. Это отмечают и сторонние наблюдатели. Правда, некоторые из них не всегда радуются такой тенденции, поскольку понимают, что она стала необратимой. Говоря о статусе казахского языка, следует воздать должное основателю нашего государства, первому президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Он провозгласил независимость Казахстана, когда казахи составляли в нем меньшинство. Тем не менее, под его прямым влиянием казахский язык был объявлен государственным, сказал глава государства. Он подтвердил, что языковая проблема имеет огромное политическое значение, неправильное обращение с ней может привести к непоправимым последствиям для государственности и безопасности граждан страны. В этом мы воочию убедились на примере Украины. Лобовая атака с целью повышения статуса государственного языка и насильственного расширения его применения контрпродуктивна, поскольку может спровоцировать дестабилизацию межнациональных отношений. Кроме того, нам следует учитывать геополитический фон, в котором особняком стоит самая протяженная в мире сухопутная граница с Россией. География – это тоже важный фактор геополитики, отметил Токаев. Однако это не значит, что проводимая работа должна быть заморожена, уверен президент Казахстана. Ее нужно продолжать, причем делать это без шума, надрыва, самовозвеличивания. В пример он привел опыт Узбекистана. С присущими узбекам тактом и учтивостью, не делая громких заявлений, они полностью решили языковую проблему, охотно прибегая и к русскому языку, когда в этом есть необходимость. К моему удивлению, в госорганах Узбекистана до сих пор используется русский язык, в этом весь прагматизм этого народа. И так было на протяжении всей их истории. Избегая политизации общественных взаимоотношений, отдавая предпочтение труду и торговле, узбеки из немногочисленного народа в начале 20 века сумели стать самым крупным этносом в Центральной Азии. Поэтому пророческие слова великого Абая об узбекском народе не теряют актуальности и в нашу технологическую эпоху. Эта страна сейчас не митингует, а занимается созиданием, рассказал Касым-Жомарт Токаев. По его словам, извлекая уроки из истории, мы обязаны подумать о благополучии казахского народа в новой эпохе, где главенствующую роль будут играть технологии. Мир находится на пороге кардинальной трансформации. Поэтому ни в коем случае нельзя скатываться в архаику, зацикливаться на лингвистической культурологии. Почитая собственную историю, храня традиции, в то же время мы должны стремиться вперед, подчеркнул глава государства. Президент отметил, что постоянные стенания по поводу ущербного состояния государственного языка вызывают недоумение за рубежом, особенно в центральноазиатских государствах. Это тот случай, когда нужно меньше говорить, больше делать. В противном случае в глазах международного сообщества мы будем выглядеть ущербной нацией, заявил Токаев.